Глядя с улицы, и не скажешь, что дом на Джанаева буквально разваливается. Ему больше 110 лет, и уже во дворе видно, что находиться здесь попросту опасно. Несмотря на это, здесь продолжают жить более 20 семей. Жить без канализации, отопления и в постоянном страхе еще одного обвала. Хуже всего ситуация на втором этаже. Деревянные полы прогнили практически насквозь. Жители уже со смехом говорят, что боятся однажды провалиться. В коридоре практически не осталось целых окон. Здесь всегда сыро и холодно. А в одной из квартир буквально рухнул потолок на кухне. Лишь чудом никто не пострадал. Собирались на улицу, я детей выпроводила в коридор маленьких. Подождите, говорю, сама собиралась переодеться. Только я вот отсюда, с этого места где-то я отошла, и за мной вот это все начало рушиться. И я в шоке, я куда-то вот сюда отошла, поворачиваюсь, около меня тоже кирпич падает. Сейчас начала трусить, вспоминаю. Одна из главных проблем – здесь технически невозможно поставить туалет. Прогнившие полы просто не позволяют это сделать. В итоге несколько десятков людей, среди которых и дети, вынуждены ходить в общий туалет во дворе. Настоящая катастрофа и с отоплением. Здания прогревались с помощью старых печей, встроенных в стены. Вот только из-за них нагревались деревянные стены и полы. За последние годы произошло 8 пожаров. Чтобы потушить один из них, пришлось пробить пол в квартире наверху. Дыра так и осталась, поэтому многие в доме просто попросили отключить подачу газа, теперь спасаются радиаторами. Некоторые жильцы не выдерживают и уезжают, одни перебираются к родным, другие живут в съемных квартирах. Я с 4 детьми снимаю квартиру на весенний, потому что в таких условиях невозможно жить. Ну, говорят, вот, дело двигается, а в итоге вот мне 42 года, сколько лет я себя помню, столько лет вот это все продолжается. И слышим отговорки. И, казалось бы, куда еще хуже, но вдоль одной из стен пошла трещина, а крышу снесло одним сильным ветром. В итоге большинство квартир во время дождей затапливает. На первом этаже ситуация немного лучше, там люди смогли хотя бы провести воду и поставить санузлы. Но и здесь свои проблемы. Вечная сырость, потому что квартирки стоят на земле, без фундамента. Фандыма, мананыр мама кредит раджба фиштон, салса коттон, дала ванама туалет, уйдармам науди. Важак доны, донной, мама рузгу такадам баканон уйдарнам не. Арсаунсам ма пажаганс, халымма вахазарна бажу, нырмасарымма бажу. Несиса гурын, катсарымма бажу, вот хисава адресонт масымана махазар даттын, масарантям. Люди уже не первый год добиваются признания дома аварийным, но пока безуспешно. У них на руках заключение экспертов, в котором написано, что объект не отвечает требованиям механической прочности и безопасности. Специалисты проектного института рекомендовали сохранить фасад здания, а все остальное разобрать и отстроить заново. Вот только сделать это нельзя, потому что дом является объектом культурного наследия. Единственный выход – признать здание аварийным и просто расселить людей. Жильцы уже написали очередное обращение в администрацию Владикавказа, и теперь им остается только ждать. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.